Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Несоблюдение ограничительных мер, отсутствие дезинфекции общественных пространств, нарушение масочного режима. Какие главные причины роста заболеваемости COVID-19? Здесь концентрация ДТП особенно высока. В Якутии дополнительно установят передвижные комплексы фото-видеофиксации. История девочки Кындыкан, пережившей эпидемию оспы, продолжает захватывать сердца. Якутский рэпер Киджа выпустил новый видеоклип. Айсен Николаев провел совещание оперативного штаба. Глава региона заострил внимание на несоблюдении действующих ограничительных мер со стороны предприятий торговли, на слабое проведение дезинфекции общественных пространств, транспорта, на нарушение масочного режима и дистанцирования. Айсен Николаев подчеркнул, что во многом именно элементарное несоблюдение мер профилактики является главной причиной роста заболеваемости COVID-19. Отмечено, что разворачиваются дополнительные койки для ковидных больных в Якутске, а также в центральных районных больницах. Длительные выходные благотворно сказались на эпидситуации в Алданском районе. По данным на 12 мая, лечение в стационаре получают чуть более 10 пациентов. 20 человек находятся под медицинским наблюдением. Продолжит тему Татьяна Вахнина. 12 пациентов получают лечение в стационаре. Под наблюдением находятся чуть более 2 десятков человек. Таковы основные характеристики эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19 в Алданском районе на 12 мая. По мнению эпидемиологов, за длительные праздники в обстановке обозначились положительные тенденции. Мы существенно снизили заболеваемость и сумели вылечить основную часть пациентов и снять, соответственно, контактных. То есть, начиная неделю от более 100 человек под медицинским наблюдением, мы праздники закончили всего с 20 людьми. Инфекция регистрируется во всех возрастных группах. До конца недели школа села Хатыстыр учится дистанционно. На исходе апреля COVID-19 был диагностирован у 2 детей и 1 сотрудницы. В районе стабилизируется ситуация по ОРВИ. Эпидпорог не превышен. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Алданском районе реализуется комплекс мер. Выявление больных, контактных, локализация, ликвидация очагов. То есть все как обычно. Распространение новой коронавирусной инфекции минимизирует массовая иммунизация. По информации руководства Алданской центральной районной больницы, последняя партия вакцины освоена полностью. Второй этап ожидают порядка 350 человек. В ближайшее время в район поступит 2000 доз препарата Эпивак и 500 доз вакцины Гамковид-Вак. Сроки поступления зависят от авиарейса. Врачи напоминают о соблюдении мер безопасности. Благополучие эпидобстановки зависит от каждого из нас. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В Якутске учащихся 9 и 11 классов перевели на дистанционное обучение. Однако государственная итоговая аттестация выпускников будет проводиться в очной форме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Консультации и подготовка к экзаменам также пройдут в очной форме малыми группами. На сегодня в системе образования республики выявлено всего около 70 случаев заболевания COVID-19. Больше всего заболевших зафиксировано в городе Якутске, Мегино-Кангаласском, Горном и Усть-Алданском районах. По мониторингу 127 школ у нас находятся на дистанционном обучении. При этом, было рекомендовано главам муниципальных районов, письмо уходило 10 мая, о том, чтобы перевести на дистанционное обучение 5 заречных улусов, Двилюйский улус и город Якутск. Приказ, их распоряжение выходят, и, скорее всего, сегодня ситуация изменится, и школ станет больше на дистанционном обучении. То есть вообще всего там 207 школ, которые должны будут перейти на дистанционное обучение. В столице республики зарегистрирован 1000-й ребенок, родившийся в этом году. В семье Мухоплевых на свет появился мальчик, который официально зарегистрирован 1000-м новорожденным с начала года. Глава Якутии поздравил семью с важным событием и пожелал малышу и его семье крепкого здоровья, счастья и благополучия, написав об этом в Инстаграме. Отмечается, что это 5-й ребенок в семье Мухоплевых.
МЧС России построит специальное судно для Арктики. Ведомство намерено построить специализированное аварийно-спасательное судно ледового класса для работы в морях на арктическом побережье страны, сообщает пресс-служба министерства. Судно высокого ледового класса будет вести мониторинг, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в том числе обследовать подводные потенциально опасные объекты в Баренцевом, Белом и Карском морях. Как полагают эксперты МЧС, реализация такой задачи позволит решить полный спектр мероприятий по обеспечению безопасности в арктическом регионе. С июля прошлого года в Якутии работает специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход. Плательщиками этого налога могут стать так называемые самозанятые граждане. Наш корреспондент в Нерюнгри подробнее расскажет об этом налоговом режиме. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые продают товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги без наемных рабочих, могут пройти регистрацию в качестве самозанятого без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог». Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» создает стимул для выхода людей из тени, занятых в бьюти-сфере, сдающих имущество в аренду, оказывающих услуги ремонта, занятых в приготовлении продуктов питания на дому. Меня устраивает полностью 4% налога, который я плачу каждый месяц до 25 числа. Абсолютно просто захожу в приложение, у меня там указан мой доход, налог, который я выплачиваю, да, прикрепила Сберкарту, и все это просто быстро делается без всяких там хождений в какие-то инстанции. Достоинствами данного налогового режима являются пониженные налоговые ставки, упрощенный порядок взаимодействия с налоговыми органами, простота и удобство уплаты налога, отсутствие обязанностей подавать декларацию и исчислять налог. Данная категория граждан освобождается от уплаты страховых взносов и применения контрольно-кассовой техники. Еще главным плюсом является то, что они применяют пониженные ставки. 4% это для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6% если это индивидуальные предприниматели либо организации. На сегодня в Нерюнгринском районе осуществляют деятельность 689 самозанятых граждан, что составляет 1/3 от зарегистрированных предпринимателей, применяющих другие системы налогообложения. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Федеральный проект содействия занятости национального проекта «Демография» начинает реализацию программы Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии. Воспользоваться программой смогут пенсионеры, женщины по уходу за ребенком, граждане без работы и другие. Для запуска своих образовательных программ подписали соглашение представители Госкомитета по занятости населения с ВФУ, Томский госуниверситет, Центр опережающей профподготовки и Агентство развития профмастерства WorldSkills Россия. Участники проекта будут обучать желающих получить новую специальность по своим образовательным программам на бесплатной основе. Всего за этот год квоту на обучение получат более 1000 якутян. Подать заявку можно на сайте трудвсем.ру. Проект «Демография» и мероприятия по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию безработных и незанятых граждан, а также отдельных категорий граждан, реализуется в республике с 2019 года, как и по всей стране. За этот период мы обучили более 1000 человек. Эффективность мероприятия показывает факт трудоустройства. 94% граждан, которые предпенсионного, пенсионного возраста нашли свою работу или продолжили работу по новым компетенциям. В настоящее время у нас более 145 образовательных программ по Центру опережающей подготовки. Поступило более 207 заявок уже от безработных и незанятых граждан, а также граждан предпенсионного возраста и женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Мостовой переход через реку Хатын-Юрях в Якутии будет реконструирован. Участок автодороги Кобяй был построен и введен в эксплуатацию в 2003 году. После спада воды силами подрядных организаций обеспечат временный проезд транспортных средств, после чего начнутся работы по устройству временного мостового перехода типа САРМ или средний автодорожный мост. Его длина составит 32 метра. Мост через реку Хатын-Юрях введут в эксплуатацию в августе текущего года, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
В Якутии дополнительно установят передвижные комплексы фото-видеофиксации. Анализ аварийности на дорогах региона показывает, что одной из основных сопутствующих причин дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий является нарушение скоростного режима. Так установят 8 передвижных комплексов фото-видеофиксации на автомобильных дорогах Якутска, автодороге НАМ, Вилюйском тракте, а также дороге УМНАС. Камеры предназначены для наблюдения мест, где концентрация ДТП особенно высока. В селе Тытебя Хангаласского улуса учащиеся выпускного 9 класса сняли видеофильм по мотивам легендарной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». В произведении описана судьба 5 самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира во время Великой Отечественной войны. Ребята отнеслись к съемкам с большой ответственностью. И антураж, и цветовое оформление, и одежда – все это было в духе военного времени. За 6 минут показана храбрость девушек-зенитчиц и их командира, на чьи доли выпало немало испытаний. Съемку завершили за 1 день. Накануне в Якутске презентовали новый клип якутского исполнителя Киджа под названием «Кындыкан». Это поразительная история маленькой девочки, которая 200 лет назад осталась единственной выжившей в стойбище, полностью вымершим от эпидемии оспы. Съемки одноименного клипа завершились 2 недели назад в стойбище оленеводов в Вена-Бытантайском районе. В видео рассказывается о стойких людях, которые, вопреки всему, живут по завету предков. Текст песни написал сам исполнитель совместно с Евгением Артахиновым, известным как Маскила, а музыку сочинил Вадим Борисов. Проект «Кындыкан» – это совершенно новый проект, который инициирован молодежью Республики Саха-Якутия. И это проект, который имеет, конечно, большое будущее, потому что к проекту уже проявили заинтересованность все ассоциации коренных малочисленных народов Российской Федерации. И мы намерены помогать этому проекту сбором легенд, сказаний коренных малочисленных народов, чтобы проект был интересным и для детишек, и для подростков, и для взрослого населения. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.